Во второй игре тура также было много забитых мячей. Первый из них на свой счет записал в самом начале игры Артем Харченко, сыграв на добивании после мощного выстрела Антона Кусова. Заря открывает счет 1-0. Этот счет держался весь первый период, но за пару минут до свистка на перерыв гости невероятным способом не только организовали ответный мяч, но и еще обеспечили себе преимущество в 2 мяча. Сначала счет сравнивает Алексей Горшков, а затем после быстрого розыгрыша с аута отличается его тезка Алексей Кравцов. Заря имела шанс сравнять счет. Гостям за 6-й фол был назначен 10-метровый. Бить пошел Антон Кусов, но капитан Зари с точки по воротам не попадает. Ну а третий мяч Ухты на свой счет записал Денис Бушмакин. 1-3, конец первого периода игры. Вторая половина игры началась еще с 2 забитых мячей Дениса Бушмакина. Игрок ухтинцев оформляет хэт-трик. Проигрывая со счетом 1-5, Олег Марченко выпускает 5-го полевого игрока. В одной из атак наша команда теряет мяч, и Алексей Кравцов поражает пустые ворота. 1-6. Все же до конца игры Заре удалось избежать разгрома, отыграв еще 3 мяча. Второй гол Зари мощным ударом в девятку забил Артем Харченко. Затем Афанасий Федоров красиво разбирается с защитником и 5-м полевым. Итоговый счет установил 17-летний воспитанник Зари Никита Рычков, который отличился впервые на первенствах страны. 4-6 Заря проигрывает и во втором матче тура. Вообще результатом недоволен. Дома проиграть 2 игры. Ну, доволен только тем, что вот молодые ребята, которые есть там по 15 лет, они показывают футбол не хуже тех, кто уже где-то что-то там поиграл, что-то может. Они стремятся, у них глаза горят. И вот я доволен только их игрой. Нужно заниматься с этими детьми, у которых глаза горят и которые хотят играть в футбол.